Из самолета, прибывшего рейсом Москва-Грозный, выводят не совсем обычного пассажира. Он закован в наручники, а сопровождают его оперативники из Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Чеченской Республике. Альберт Сааев – хакер, а по совместительству еще и интернет-террорист. Его прибытие в Грозный, если можно так выразиться, не случайно. Он доставлен для проведения следственных действий по факту взлома сайта Чечня Today 26 июня 2009 года. В ходе оперативно-розыскных действий степень вины Альберта Сааева была установлена, что арестованный и признал. Очерчен также круг его сообщников, по которым сейчас ведется активная разыскная работа. В рамках проведенных оперативно-розыскных мероприятий был установлен данный гражданин, который в последующем был задержан, и сейчас он доставлен в Чеченскую Республику для проведения с ним следственно-процессуальных действий, в ходе которых будет установлено, кто еще является соучастником данного преступления. Степень вины установлена, значит, в рамках проведенных мероприятий уже точно установлено, что данная вывеска и взлом сайта были произведены непосредственно им и через его оборудование. Сайт был взломан через несколько дней после покушения на президента Ингушетии Юнусбека Евкурова. Если бы только взлом. Но нет. Интернет-маджахеды вывесили на сайте баннер, содержащий в высшей степени оскорбительные и циничные высказывания в адрес президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Даже цитировать подобное не повернется язык уважающего себя человека. Суть изощренных оскорблений заключалась в унижении чести и достоинства главы республики, а также в угрозе физической расправы. Пророк, алейхиссалату вассалам, в своем речи сказал, является запрещенным кровь мусульманина и честь мусульманина. В судный день придет человек, обанкротившись, то есть он будет иметь много молитв, на его счету будет очень много молитв, очень много милостыни будет, которые он раздавал, очень будет благих делов у этого человека, но он одновременно окажется обанкротившись. Почему? Потому что пророк говорит, алейхиссалату вассалам, в своем хадисе, этот человек оскорбил одного, отобрал у другого что-то, своровал у третьего, оскорбил личность четвертого. И в судный день он будет за это наказан. В последнее время вся активность религиозных экстремистов сместилась в виртуальное пространство. В реальном мире они потерпели сокрушительное поражение. И то, что мы сейчас наблюдаем в инете, не более чем агония обреченных. Вот и Альберт Сааев потерпел неудачу и теперь полон раскаяния. Рамзан Ахмадович, я прошу вас о прощении нанесенном вам оскорблении как личности и как президента Чеченской Республики. Оскорбление, причиной которого стал я. Я хочу обратиться ко всем, кто поливает грязью в интернете руководство Чеченской Республики. Остановитесь, одумайтесь, чтобы вы не очутились на моем месте. Те, кто обливает помоями чеченский народ, находясь на территории Российской Федерации, уже под прочным колпаком. Их арест – дело времени. А все, кто геройствует издалека, из стран Европы или Ближнего Востока, также взяты в разработку. Задержанный Альберт Сааев всего лишь первая ласточка в цепи подобных. Многие из кибермуджахедов установлены и находятся под наблюдением. Кто-то уже задержан и дожидается суда. Хорошее, тесное взаимоотношение складывается со спецслужбами западных европейских стран. Мы ведем переговоры с МВД Австрии, с МВД Франции, Бельгии, Польши и с отделами по терроризму. И они нам готовы сегодня оказывать содействие. Любое экстремистское распространение на сайтах, чатах, форумах, они готовы нам непосредственно выдавать этих лиц, и, конечно, информация у нас будет о них. Я хотел бы обратиться к ним и к людям, думающим, чтобы они не занимались ненужными вещами, а занимались созиданием для своего чеченского народа. И не попадались в те ловушки национал-предателей, которые им расставили Умаровы, Удуговы. Поверьте, эти ловушки рано или поздно захлопнутся. И тогда уже будет поздно. После теракта в московском метро 29 марта президент Чеченской Республики во время своей рабочей встречи с Шамсаилом Саралиевым подчеркнул, что борьбу с распространителями губительных идей ваххабизма нужно вести всеми средствами.
амиалдин решает, Язди не решает, Гучу Ирвати Аудадагу, и Гучу Ачи, Конодона, вот, чтобы он знал, когда он персонально, он ответственности и значит, оскорбительный доступ к духе, это хуже, чем убийство Христова. Честь достоинства, Кадыров, или Саралиев, или Башкиров, именно честь достоинства, он задевает те, что он требуется, радио, или сайт, или чат, хули, из Ахбалчан Бахадис, Шебеш Худеш, сайт Хуязиш, чем они занимаются, ну, блок Шабушки, Худеш Бушки, Михуеш Бушки, Хадис, да и на Нахида. Валлахи, дос, Валлахи, дон, Хабиби Синца, Хьяда, на Бонд, Йохка до Шричи, на Ксавлехи, дон, Дочмана, дона, честь достоин задавать, что он Камилдин Хрин, то Язин Хри, Карави, ну, Каринчук, дон, Обинена, Убич Оба, наказание, на Хридюшек, В своих угрозах 26 июня 2009 года террорист призывает Рамзана Кадырова бояться и трепетать, так как они, то есть религиозные экстремисты, уже близко. Что ж, теперь Сараев близко, ближе некуда. Скоро к нему присоединятся его единомышленники. Правда, небо, как обещают правоохранительные структуры, будет в клеточку. Или больше было чувствовать, а поедет больше, чем я здесь получал. Хей дай кушну, инда было. Почва дахвати закон, порядок, чувствовать, она дай век что тербас, да, мало. Век бибу, век что еще, ажа. Правоохранительные структуры Чеченской Республики уже победили международный терроризм и религиозный экстремизм на фронте боевых действий. Теперь война идет в киберпространстве. И есть уверенность, что и она закончится победой закона.